В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Итак, законодатели уже не первый год хотят закрыть контактные, или как мы их еще называем, трогательные зоопарки. Зачем и почему? На эти и другие вопросы ответит гость сегодняшней студии Дмитрий Стрельников. Это руководитель Центра реабилитации диких животных Пинепуф, общественный инспектор Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора по охране окружающей среды. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Итак, парламентарии уже не первый год мусолят эту тему. Вот законопроект или инициативу, как ее правильно назвать, вообще на какой сейчас стадии находится и вообще, что не так с этими контактными зоопарками? Смотрите, во-первых, контактные зоопарки в априори не могут быть нормальными уже потому, что они контактируют с человеком, а животное не рождено для контакта, не та категория животных. Поэтому для того, чтобы этот контакт был плюс-минус нормальным, очень-очень много всего нужно сделать. Сейчас, на данный момент, этого, увы и ах, нету почти нигде. Почти везде эти животные страдают из-за того, что из них выжимают последние соки для контакта с человеком. Когда животное отжимается, оно ликвидируется, заводится новое животное. Само собой, никто не довкладывается деньгами на выхаживание, лечение этих животных, на нормальный осмотр. Люди это видят. Видят не это, а видят последствия того, как это все выглядит, жалуются от этих жалоб, проблемы, содержания, условия. И вот поэтому их и хотят убрать. Теперь касательно самого законопроекта. Вопреки очень часто распространенному мнению о запрете контактных зоопарков, законодательно контактные зоопарки в России не запрещены. А как же тогда получается? У нас нет запрета на существование контактных зоопарков. У нас есть жесткие требования для их содержания. Контактные зоопарки, как мероприятия, ориентированные на культурно-зрелищные, культурно-массовые мероприятия с животными, регламентируются 498 федеральным законом. Там очень жесткие, сильные, такие хорошие требования. И вот если смотреть по этим требованиям, то, само собой, никто не проходит. А законодательно как такового запрета нет. То есть, получается, те предприимчивые бизнесмены, которые организовывают контактные зоопарки, они все равно находят лазейки, да? Вот среди этих требований и продолжают работать. Смотрите, тут надо понять, что есть два вида контактных, условно говоря, называем сейчас контактными зоопарками, два вида вот этих вот организаций. Первый вид — это стационарные, которые расположены на какой-то площадке и постоянно там присутствуют. В торговых центрах, как например, правило. да, но в торговых центрах, которые на постоянку, как якорники, разместились и сидят там. Например, это Уфа, это Ультра, там и еще несколько, там, но это которые просто сели и сидят все на одном месте. Они вынужденно подтягивают все свои условия по 498 ФЗ и под требования нормы. Есть еще один вариант, когда размещаются, но называют себя зоовыставкой. И автоматически уходят от обязательных требований к условиям содержания. Это случайно не те ли гастролирующие контактные зоопарки, которые посидели здесь месяц, денег собрали и убежали в другое место? Верно, но вот как раз таки эти товарищи все юридически не являются зоопарками. Они себя называют зоовыставками. Но зоовыставка ориентирована на другое. У нее в законе прописаны требования. И они... Шел, посмотрел. Да. Ну, то есть это не контактный зоопарк. Хотя вот эти контактные зоопарки себя выдают именно за зоовыставки. А есть те, кто вообще по беспределу это делает. То есть заводят себе обычное юрлицо и с юрлицом заезжают на какую-то территорию, на какой-то территории стоят, платят вроде как налоги, с кассы приход. А как, что, чего содержится, уже не заморачиваются. Ну вот хотелось бы узнать, вот условно говоря, бизнесмен приезжает в торговый центр, договаривается, составляется же какую-то официальную бумагу, да, то есть у него не спрашивают, а что это у вас, на каких вы условиях тут будете размещать, все ли у него с документами в порядке. Вот тут как раз нюанс, смотрите, отдел аренды торгового центра в первую очередь должны запросить наличие лицензии на осуществляемый вид деятельности. Берем тот же самый торговый центр Депо, в котором мы с вами приезжали, видели, что там происходило. Там ужасные условия. Я больше могу сказать, это юрлицо, которое там размещалось, это юрлицо вы все знаете, это то самое юрлицо, которое сгорело в торговом центре Меркурий несколько лет назад. Просто они сменили название. Это те же животные, которые там выжили. Вот. И Юрик уже с новым юрлицом, башкирским, да изначально было не башкирское, они вот гастролирующие, они вот заехали без лицензии, без ничего, везде они прикрывались тем, что у них готовится лицензия. Это неправда. Почему торговый центр не поинтересовался лицензией, не знаю. Кстати, после ситуации с Депо они собирались заезжать в ТЦ «Мир», отдел аренды торгового центра «Мир» созвонились с нами, уточнили, ребята, а что нужно запросить?
юридически. Я говорю, ну смотрите, они же платят налоги согласно чему? Согласно деятельности. Деятельность это лицензируем. Лицензия есть? Нету, все, вопрос закрыт. Угу. Дальше вам нечего дальше обсуждать. То есть все-таки есть законопослушные, да, тоже? В данной ситуации лицензию запросил у них только ТЦ «Мир». Вот фирма «Мир» у них попросили лицензии, на основании отсутствия лицензии они им отказали в размещении. Ну, они с такой же радостью взяли, да уехали, наверное, в другое место и Все разместились. мыслим правильно, конечно, они просто переехали на другую площадку. Ага, Дмитрий, вот в контактных зоопарках периодически случаются еще и ЧП. Детей, их родителей, людей кусают животные. Кусают не просто так, кусают из-за того, что, наверное, их замучили уже, затискали, загладили. Кусают, нападают. Ну, понял. Смотрите, вот если смотреть 498 ФЗ и все требования к условиям содержания подобных животных, там плюс-минус это все прописано. Там не надо нам менять закон. Это вот мы уже много раз момент обсуждали. Нам не надо менять закон, нам надо начать его соблюдать. И если будет возможность у животного, согласно закону, прятаться в домик, отходить от человека, прекращать контакт с человеком, таких проблем не будет. Это первое. Второе. Должен быть обязательно обученный персонал. Персонала практически нигде нету. По всем контактным зоопаркам, которым я проезжал в республике, ни в одном контактном зоопарке я не сталкивался со специалистами. То есть не было сотрудника, который хотя бы понимал видовую принадлежность, особенности животными, с которыми у них находятся. Я так понимаю, они даже некоторые не знают, что у них там в их контактном зоопарке находятся краснокнижные животные, да? Вот ну как... вот с филином ситуация, да, и все. То есть о какой красной книге речь идет? А филин находится в красной книге ряда регионов России. Дмитрий, а вообще вот краснокнижные животные, как они-то появляются в этих контактных зоопарках? Это очень интересный вопрос, который лучше задавать правоохранительным органам в области прокуратуры. Потому что когда это краснокнижное животное, Красная книга России, либо СИТИС, это ведомственно Росприроднадзор. И в таких случаях мы трясем до последнего, пока не вытрясем вообще всю информацию про наши животные, потому что центральный аппарат из нас будет вытрясать потом из нас. Вот, когда это касается Красной книги либо регионов, либо региона нашего, либо других регионов, увы и ах, здесь начинаются сложности. И опять-таки здесь юридические проволочки. С какого момента находится это животное, законно ли оно к содержанию и так далее, и так далее. Угу. Я сам лично сталкивался с таким недобросовестным, скажем, владельцем контактного зоопарка. То есть пришел туда с семьей, увидел такую удручающую картину. У крокодильчика плавает там откусанный огурец, обезьяны там сидят замученные, там попугай весь растрепанный. И как бы я начал задумываться, а вообще, ну, кому обращаться? Звонить полицейским, звонить в прокуратуру, звонить в Росприроднадзор? Вот что нужно, какой алгоритм действий необходимо совершить людям, которые тоже, допустим, вдруг, не дай бог, увидят такую же ситуацию? Смотрите, кстати, по поводу зоопарка, про который вы говорите, я его знаю, слава богу, он закрылся. Вот, куда звонить? Если происходит какое-то, по мнению человека, жестокое обращение с животным, то в первую очередь должна поступить жалоба в Россельхознадзор. Потому что все, что вольерного содержания, все, что лицензируемое под культурными массовыми зрелищными мероприятиями, это ихнее. Другое дело, отработают ли они, приедут ли они, сделают ли они. Теперь по поводу прокуратуры. Можно и нужно обращаться в прокуратуру, но тут тоже есть проволочки юридические, потому что, к примеру... Прокуратуру какую, извини? Вот Природоохранную? здесь, да, или прокуратуру... да, вот здесь начинаются юридические проволочки. Смотрите, узкопрофильные специалисты, которые понимают в этом вопросе, это Башпрокуратура, это Башкирская природоохранная прокуратура. Там как минимум 3 человек, которые точно понимают в этом вопросе. Но здесь есть дилемма. Если происходит, к примеру, центр депо, Башпрокуратура вмешаться не могла. Почему? Потому что это районная прокуратура. В районной прокуратуре деятельность природоохранной прокуратуры отдана районным прокурорам. Они, в свою очередь, не осведомлены, как отрабатывать эту ситуацию. Вот и дилемма. Дмитрий, ну неужели так все плохо? У нас же в Уфе есть и положительные примеры, где добросовестно, так скажем, смотрят, по крайней мере, за животными, ухаживают, есть у них там уход. Смотрите, положительные плюс-минус примеры, опять-таки плюс-минус, это только те, которые являются стационарными и длительное время находятся на территории одного места. Они арендовали, они там пожизненно, они для чего? Они там перестраивают под себя помещения, организовывают все необходимые требования. Понятно, что по закону до конца они ни один из них не соответствует. То есть, если по-хорошему пройтись, они все закроются. Но они хотя бы пытаются, они хотя бы стремящиеся куда-то. То есть, они что-то делают. Если Россельхознадзор с них вытрясает,
прокуратура на них не наезжает, то они потихонечку что-то меняют. Другое дело, что на данный момент соответствующих требованиям в республике у нас нет ни одного. В том числе муниципальный, в том числе САД Аксакова, в том числе лебеди с крючками в горле. Угу. ВЦИОМ проводил опрос среди жителей России насчет контактных зоопарков. Вот большая часть людей все-таки была против их закрытия, но в то же время выражали мнение, что нужно отрегулировать вот условия размещения, чтобы у них там жилье было где спрятаться, да, вот, от людей, чтобы у них питание нормальное было. А вот скажи, пожалуйста, ты сам как относишься к этой инициативе? Тимур, я тут хочу вспомнить, из чего появились первые контактные зоопарки. Если помнишь, там не было ни мартышек, ни обезьян, ни сов, ничего. Первые контактные зоопарки, которые я видел в Уфе, это контактные зоопарки с козами, курами, сельхозживотными. И они были привезены в город для чего? Для того, чтобы деревенские дети понимали, что они едят, как это выращивается и где. Городские дети. Городские дети знали, потому что деревенским как раз это все проще. Для этого были эти контактные первые зоопарки, об этом речь шла. Сейчас это почему-то ушло на задний план, а изначально вот эта идея хорошо. Нужны ли контактные зоопарки для того, чтобы понимать, какие животные и как они существуют? Да. Нужно ли их регулировать законодательно? Да. Нужно ли менять закон? Нет. Нужно ли ужесточить надзор по этому закону? Да. Нужно ли обучить нормальных специалистов-инспекторов, выезжающих на осмотр? Да, либо хотя бы провести их инструктаж. Нужно ли взаимодействие между ведомствами? Да. Тот же самый торговый центр Депо. Когда первая информация в СМИ появилась, вы туда пулей прилетели. Вы там раньше нас были. Я хорошо это помню. Я пришел, а вы уже на входе стояли. Вот. Мы зашли, мы выявили все эти нарушения, мы все это нашли, но это ведомственно не наше. Вы знаете, через сколько там Роспотребнадзор был? Через месяц, когда они уже уехали. Ну, все-таки вот инициатива, которую уже, как я уже говорил, да, не первый год мусолят наши парламентарии, почему никак не могут принять тогда законопроект о полном запрете? Или хотя бы, может быть, исключение там определенных видов животных, тех же самых, ну, краснокнижных-то зачем на всеобщее обозрение, чтобы их там затискивали до смерти, извиняюсь? Смотрите, у нас по закону есть такое понятие, как частная собственность. И изъять частную собственность у гражданина Российской Федерации может только на основании решения суда. Вот. Очень сложно оспаривать право собственности на этих животных у них. Отсюда начинаются проблемы. Если сейчас закрывать эти контактные зоопарки, вопрос, куда девать этих животных? У нас, на секундочку, я напомню, даже собачьего приюта в Башкирии нет ни одного официального. Ни одного. Почему мы собак продолжаем возвращать в город? Потому что приютов нету. ПВС это не приюты. Жалкие попытки пристройства раз в месяц в парках, это все жалкие попытки с объемом того, с чем надо работать. У нас нет муниципального зоопарка, который неоднократно вопрос поднимался. Мы с этим проектом выступали, заявлялись в администрацию президента неоднократно. У нас до сих пор нет. Если вы думаете, что маленький парк лесоводов с его необученными узкопрофильными специалистами Горзеленхоза смогут что-то сделать, так никогда. По крайней мере, не ближайшее поколение. Ага, ну ладно, будем надеяться, что парламентарии что-нибудь придумают, и все-таки с этими контактными зоопарками будет попроще. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я же отвечу, что гость нашей сегодняшней студии был Дмитрий Стрельников. Это руководитель Центра реабилитации диких животных ПИН и ПУФ, общественный инспектор Южноуральского межрегионального управления Росприроднадзора по охране окружающей среды. Я же с вами прощаюсь, а вы оставайтесь на телеканале БСТ.